Во Владивостоке прошли яркие и запоминающиеся события, приуроченные ко Дню Республики Саха-Якутия. Горожане смогли насладиться кинопоказами лучших якутских фильмов, погрузиться в увлекательную лекцию о культуре Якутии, а также поучаствовать в автопробеге. Финальным аккордом стало мероприятие День Республики Саха-Якутия в Национальном центре «Россия». Во Владивостоке в пресс-центре информационного агентства России ТАСС «Дальний Восток» состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню Республики Саха-Якутия во Владивостоке. В зале присутствовали журналисты и сотрудники агентства ТАСС «Дальний Восток». В качестве спикеров были приглашены заместитель постоянного представителя Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу, представитель землячества якутян на Дальнем Востоке Илин, а также председатель Якутской студенческой организации Кескиль. Сегодня у нас прошла пресс-конференция в информационном агентстве России ТАСС «Дальний Восток». Такое интересное мероприятие. У нас подобные мероприятия давно не случались. Рассказывали сегодня мы про основное мероприятие, которое будет посвящено Дню Республики Саха-Якутия и будет проводиться в Национальном центре России 25 апреля. Также упомянули, рассказали про жизнь якутян, которые проживают в регионах Дальнего Востока, про работу постоянного представительства, про то, как мы представляем культуру Якутию, как рассказываем и продвигаем. На пресс-конференции было анонсировано мероприятие в честь Дня Республики Саха-Якутия во Владивостоке 25 апреля в Национальном центре «Россия». Также были затронуты темы официальной регистрации якутского землячества Илин на Дальнем Востоке и открытия с осени 2026 года якутского разговорного клуба для всех желающих во Владивостоке. Мы рассказали, чем занимается, непосредственно я, землячество, и как к нам можно присоединиться, что мы рады всем, что можно присоединиться, и что будет ИСых, тоже какие мероприятия проводятся, бывают и планируются. Приглашаем всех, кто живет на Дальнем Востоке, присоединиться к нашему землячеству, активно участвовать в этих мероприятиях. Будем рады. Журналист ТАСС задал вопросы спикерам о формате Дня Якутии, а также о количестве годовых мероприятий Якутской студенческой организации Кескиль. Председатель организации также рассказал, какие мероприятия пользуются наибольшей популярностью среди всех студентов. В целом я очень удивлен, что мы каждым годом все масштабнее и масштабнее проводим мероприятия. У меня спросили про студенческое объединение ДУФУ, какими они делами занимаются, что вообще представляет собой это объединение. Студенческая организация Кескиль. Я рассказал про структуру нашей организации, какие мероприятия проводим ежегодно, сколько их, для кого они проводятся и в целом с чем мы сейчас работаем, какая у нас цель общая, непосредственно с постоянным представительством и землячеством, которое недавно образовалось официально во Владивостоке. Во Владивостоке в 63-й школе прошло мероприятие о коренных народах Дальнего Востока. На мероприятии гости смогли познакомиться с культурами якутского и удыгейского народов через образовательные лекции и выставку национальных атрибутов. По словам спикера, лекция о Якутии приурочена ко Дню Республики Саха-Якутия во Владивостоке. Сегодня в рамках открытия музея при 63-й школы пригласили представителя землячества Якутии рассказать кратко, максимально понятно для детей, от спортсменов до веры, украшения, атрибуты. Принесли еще столик с атрибутами. Для меня честь рассказывать про это. И, конечно же, с радостью согласилась. Учитель истории рассказала, как делегация школьников из села Матта Мегино-Кангаласского улуса приезжала к ним летом 2025 года и подарила в дар школьному музею миниатюру якутского балагана. Якутия – это субъект Российской Федерации, самый большой. Конечно, мы это знали. Но сейчас для меня, я думаю, для нас Якутия – это место в нашей душе, потому что мы точно знаем, что на правом берегу Лены есть такое село Мата. Мы никогда там не были, мы не знаем, какая это территория, но мы знаем, что там живут люди, там воспитаны были эти дети, там работает коллега, учитель истории Анжелика Николаевна, и мы с ней связываемся. Для меня теперь Якутия воплотилась в этих людей, и я могу сказать, что это наши друзья. Гости поделились своими впечатлениями от
мероприятия. Безусловно, выступление якутов очень красиво. Мы знакомы вообще с Якутией, у нас есть друзья там, мы хотим в скором времени к ним отправиться, ищем возможность. Вот. И нас познакомили еще с культурой на этом прекрасном слайде, поэтому я туда смотрю. И захотелось еще больше посетить Якутию. Во Владивостоке 27 апреля состоялся автопробег, приуроченный Дню Республики Саха-Якутия. На нем приняли участие студенты из Якутии, члены студенческой организации Кескиль, а также землячество якутян на Дальнем Востоке Илин. Участники заезда собрались у сквера Невельского и далее проехали от улицы Светланской к Золотому и Русскому мосту. Среди участников также были местные жители. Сегодня День Республики Саха, прошел заезд, меня на него позвал мой друг-одногруппник. Заезд просто чумовая пушка. Ни с кем из ребят до этого не был знаком. Энергетика максимально дружная. Все очень классно понравились. Сразу приняли меня к себе как родного. Проехались от центра до самого пляжа на Русском острове. Просто замечательная прогулка вышла у нас. Мероприятие собрало около 30 человек. Каждый автомобиль ехал с водруженным флагом Республики Саха-Якутия. Стоит отметить, что подобный формат мероприятия, организуемый якутянами во Владивостоке, проводится впервые. По словам участников, мероприятие было организовано спонтанно и стало проявлением народной инициативы. Мне очень понравилось, было очень много ярких моментов, было весело, и я очень рада, что мы так собираемся со своими земляками, устраиваем какие-нибудь встречи, мероприятия и проводим вместе время. Мы встретились сначала на площади Невельского, собирались где-то полчаса, далее выехали на Золотой мост и поехали в сторону Русского острова. У нас был ряд из 8 машин, мы ехали друг за другом, исследовали. Мне очень понравилось, что мы встретились вот так вот, можно сказать, спонтанно, потому что спонтанные встречи, они самые веселые, самые увлекательные. Я считаю, что в моей памяти останется это как хорошим воспоминанием. В автопробеге участвовало порядка 10 автомобилей, колонна двигалась по маршруту к острову Русский, а финальной точкой стала набережная Хлёстышева. Участники поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии. Сегодня вот у нас в городе Владивостоке произошел автопробег. Автомашины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 машин. Все приехали с флагами, участвовали. У нас сегодня погода без дождя. И студенты приехали поддержать нас. Сейчас дорога закрыта, поэтому машин мало. Наверное, жители города Владивостока увидели флаг наш. Сегодня у нас рабочие, как не в Якутии, выходного нету. После рабочего времени вышли шашлыки, потом автопробег строили. Республика Биткунинен, Саха Владивостоктан, уруй! Айфал! Уруй! Айфал! Уруй! Айфал! 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 В стенах Дальневосточного федерального университета прошли показы якутского кино. Серию кинопоказов организовали якутская студенческая организация Кескиль и студенческое киносообщество «После титров». Студентам были продемонстрированы такие якутские фильмы, как «Надо мною солнце не садится», «Там, где танцуют стерхи» и «Не хороните меня без Ивана». Я очень рада, что я смогла узнать о якутской культуре именно из первых уст, потому что фильм, с кем мы его смотрели, в общем-то, ребята из Якутии. Очень много узнала о каких-то мелочах, связанных с повседневностью якутской жизни, о гостеприимстве. Мы смотрели фильм «Не хороните меня без Ивана». После просмотра фильма у меня остались очень теплые, приятные чувства. Также у меня появилось желание больше познакомиться с якутской культурой. Прямо сейчас я нахожусь в Национальном центре России, где проходит День Республики Саха-Якутия. Прямо позади меня проходят мастер-классы по плетению национальных украшений, а также национальным настольным играм. Мероприятие организовано якутской студенческой организацией Кескиль, постпредством Якутии по Дальнему Востоку, а также землячеством якутян в Приморском крае и нацелено на популяризацию культуры о Республике Саха-Якутия. Во Владивостоке в Национальном центре России прошел День Республики Саха-Якутия. В данной локации День Якутии проходит впервые, где собрались порядка 200 человек. На входе гостей встречали свежие оладьи, а также салама, тонкая ритуальная веревка, на которую гости завязывали разноцветные
разноцветные ленты и загадывали желания. Открытие началось с творческих номеров, приветственного танца чорон и песенного исполнения тоюк, национального горлового пения. По словам сотрудника постпредства Якутии по Дальнему Востоку, Якутию и Приморье уже давно объединяют общественные и культурные связи. У нас здесь и проживает много якутян, которые переехали, и студенты учатся там. Порядка более 1000–1500 человек в разных вузах, и в ДВФУ, и в медуниверситете, и в Владивостокском государственном университете. То есть связи такие общественные. Ну, культурные связи тоже нас связывают на самом деле. Мы в 2022 году здесь очень активно отмечали день столетия Республики Саха-Якутия, проводили выездные концерты наших ведущих театров. Гости послушали лекцию о Якутии, где была собрана общая информация от климата региона и истории вхождения Якутии в состав России до традиционной кухни и IT-индустрии. После лекции прошли мастер-классы по национальным настольным играм, созданию якутских женских украшений и сувениров. Мы сегодня провели лекцию про Якутию для жителей Владивостока. Также мы провели всякие интерактивы по национальным играм, по Тымырдае. А также сейчас будем проводить Асохай. К мероприятию мы готовились 2 недели, и вот последнюю неделю была проделана огромная работа. В этом году мероприятие отличается тем, что мы провели его в Национальном центре России, а в прошлом году мы проводили его в музее Арсеньева. Организаторы показали документальный фильм о жизни и политическом пути Гавриила Иосифовича Черяева, советском партийном и государственном деятеле Якутии. В конце мероприятия прошел круговой танец Асохай. Ну а Якутия каждый раз, то есть знакомясь вот именно с культурой Якутии, узнаем все больше и больше. Вот сейчас, допустим, на мастер-классах мы узнали, что коврики, допустим, которые вот девочки там мини-коврики делают, что каждый узор, он что-то обозначает, то есть он что-то несет. Сюда мы пришли с группой детей поддержать и наших друзей из Якутии, ну и посмотреть на само мероприятие. Мероприятие очень масштабное, все красиво, все ярко, вот, обалденные костюмы, замечательные мастер-классы, в которых у нас сейчас дети принимают участие. Все очень красиво. Таким образом, День Якутии во Владивостоке консолидировал якутян в Приморье, а также популяризировал знания о Якутии среди местного населения. Иннокентий Кычкин, Владивосток.